Выпускники среднего профессионального образования республики – это спасатели, медицинские сестры, учителя начальных классов, специалисты сферы дошкольного образования, не только. Глава региона, обращаясь к собравшимся, отмечает, что сегодня Ингушетия нуждается в профессиональных кадрах. Более 3000 мест ждут тех, кто готов развивать регион в самых разных направлениях. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов делает акцент на важности подготовки специалистов востребованных профессий. В регионе развивается сельское хозяйство и промышленность. К примеру, сегодня 500 человек необходимы швейные фабрики республики, которые выполняют сложные заказы. Рабочие руки помогли бы увеличить выпускаемую продукцию. Руководитель субъекта уточняет, сегодня нам нужны также специалисты в области цифровых технологий и хорошие инженеры. Мы должны вот эти профессии брать. Инженер – это электрик, станкостроитель, космос. Все, понимаете, я говорю в широком смысле этого слова. Мы не востребованы, понимаете. Юристов и так много. Экономистов еще больше. А потом, сейчас научно-технический прогресс шагнул. Есть, если вы на сайт зайдете, забьете там отмирающие профессии. Вы найдете там и юристов, и экономистов, и бухгалтеров, они отмирают. Потому что все делают технологии, программы. А у нас этого мало. У нас в медицине, вот вы говорите, там сестринское дело, а у нас не хватает. У нас оборудование КТ, МРТ, вот и все. Это же новые технологии. А специалистов нет. У нас вот ребята такая группа, да, находится в одной больнице, в другую, с этой больницы, в другую. Потому что разобраться в те технологии сложно. А для этого надо точные науки. Я уже говорил, физик, химия. Обращаясь к выпускникам колледжа, глава Ингушетии касается вопросов безопасности страны от внешних угроз. Сегодня на Украине проходит специальная военная операция, объявленная президентом в целях защиты мирного населения республик Луганска и Донбасса. Если бы вовремя президент не принял меры, имеется в виду на нашей территории, они так подготовились. Вы можете представить, что они туда 5 миллиардов потратили изначально только, чтобы напичкать их оружием. А сейчас 40 миллиардов Конгресс подтвердил, значит, оружие им дают. И они это через них, они не могут открыто сами. Побаиваются, потому что у нас есть оружие, сверхзвуковые вещи, там 20 махов, 23 маха. Они их остановить не могут, боятся. Но через Украину они это сделали. И война, так сказать, до последнего украинца. И то президент как принял решение? Почему там можно было бы, там можно это закончить за 2-3 месяца? Сплошная бомбардировка. Если взять Ирак, да, Раку, там вот город, они же просто сравнивали и все. До 1 миллиона человек погибло. Где-нибудь видите это? Либеральная часть мира, она молчит. Встреча переходит в формат диалога. Первый вопрос главе региона задает выпускница топливно-энергетического колледжа Хава Евлоева. Спрашивает главу, какими качествами должен обладать выпускник вуза. Глава отвечает, хороший специалист должен быть человеком порядочным. У меня был такой случай, что я выбирал людей зампрокурором города, я работал прокурором, а парень работал 4-5 лет всего, а другие 10 лет следователями, там еще, более долго работали, профессионалы. Он говорит, Махмуд, я не справлюсь. Я не работал, долго не работаю. Я ему сказал, а я знал по всем характеристикам, что он порядочный человек. Самый большой критерий при любой специальности. Мне, в общем-то, выражение такое есть, злой гений не нужен. Мусор и дипломиризацию. Студент Назрановского политехнического колледжа интересуется студенческой жизнью главы Ингушетии. Следующий вопрос из зала. Какое основное качество характера выделяет глава Ингушетии и чем руководствуется в повседневной жизни? Я знаю, что там иногда говорят, вот у нас глава там добрый. Слушайте, я правда думаю, если так говорят, но есть одна вещь. Понимаешь, качество помогало в чем? Там мусор и, бывают же плохие люди тоже. Вот я никогда не скажу, что он плохой. Потому что
Я понимал одну вещь. В армию, вот я ушел там 18 лет и больше как бы дома. Что сделал, шамадила. Так соцовали, сразу с порога, отец, хотел шамадила. Затем прозвучал вопрос о рабочих местах. Многие предприятия требуют от будущего сотрудника, чаще всего только окончившего вуз, опыт работы. Магомед Гагиев спрашивает главу республики, как быть в такой ситуации. У тебя специальность какая? Мастер общестроительных работ. Каких? Мастер общестроительных работ, каменщик, электросварщик. А булбачи? Ну да, сейчас, да. Не-не-не. Ай, сколько у нас? У нас до 30-го года еще школ 40 мы будем строить. Вы что? Ай, каменщик, говорит, его же мягко, хабал, говорит, Марилович. Сперва пойди, я говорю, а раствор кое еще. А кирпич кое еще. Щекожу делать, угол я могу вывести. А потом кладку делать, а потом я умею вам это делать. Я тебе почему и говорю, я 21-22 года еще подрабатывал на стройке. Я не мог угол выложить, вот маяк там вот это вот. А вот стены я, как, а штукатурку аж рука обнималась. То есть Бог бей, молох Бог хацебой, замсуго, пендачос. Следующий вопрос от выпускников. Можно ли повысить стипендию студентам СУЗов? Ответ дает министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова. Наш бюджет республики находится в таком весьма стрессовом состоянии. Плюс еще кредиторская огромная задолженность 16, 17, 18 годов, которые мы периодически поэтапно с поддержкой руководства республики решаем. Но на сегодняшний день стипендия – это одна из выплат, которая является основной среди выплат системы образования и выплачивается из регионального бюджета. С учетом тех возможностей, дотационности республики и дефицита бюджета, данная ситуация не может быть изменена в лучшую сторону. Главе региона задали самые разные вопросы. В основном выпускники интересовались образованием, развитием молодежной политики не только. В зале прозвучало больше 20 вопросов, на которые глава республики дал четкие ответы. Махмуд Али Калиматов пожелал студентам самого главного – никогда не изменять своей мечте и добиваться своих целей. Я вам обещаю, что я с ними ознакомлюсь обязательно. При необходимости письменно отвечу. При необходимости опять соберемся, я чаще буду с вами видеться, потому что сегодня изменения, вот как раз почему-то в стране, в мире будут изменения. Мы должны к этому подготовиться. А подготовиться как? Жизнь у нас изменится не в худшую сторону, просто нам придется осмыслить, что мы должны сделать для себя и для Родины. Ирина Сычева, Рамзан Зурабов. Новости 24.